вижу Тикси! Совместная работа помогла успешно обойти все препятствия, и утром 5 августа на 7-й день пути мы прибыли в Тикси, а вернее пришвартовали с другой стороны Быковского мыса, в заливе Ниелова. Всем доброе утро. Мы с вами находимся в очень необычном месте. Так вот я сегодня ночевал. Это залив Ниелова. Спали, правда, недолго. Пришли мы сюда часа в 4. Вот такой вот необычный берег. Погода нам сегодня шепчет. Наше судно. Катамаран. Сейчас у нас будет делегация сам Тикси. Быстро будем делать дела. И я хочу, что смогу по возможности вам показать. Нургун, доброе утро, наш капитан. Все бодры, веселы. Сколько дней мы ехали, получается, до Тикси? Сегодня 5 августа, вышли мы 29. Ну, неделя есть, так, грубо говоря. Так, посмотрим. С утра немного осмотрелись. К нам уже приходили пограничники. Вот мы сейчас 9 утра сейчас. Поспали там несколько часиков. Погодка, конечно. Смотрите, какая северная красота. Тундра. Вообще места здесь такие, ну, на мой взгляд, для меня. Я люблю северную природу. И для меня все это было очень-очень эпично. Все, за нами приехали. Сейчас поедем по делам. Айкулов Сюрикбек. Местный житель. Рада познакомиться. Везет нас. Сейчас мы едем в Тикси. Сколько до Тикси здесь вот эта дорога? Ну, километров 14. Ну, не так далеко. Да. Полетело. Вот так вот. Голову высовывать. За штурвал садились? Рыбаки знакомые есть, они там. Разные. Сейчас проезжаем Тикси 3. Это, я так понимаю, военный городок. Тикси. Морские ворота Республики Саха-Якутия. Также возле дома гаражи для зимних парковок. Те же дома на сваях. Так, ну с пограничниками дела немножко решили. О, смотрите, кто здесь. Чайка. Огромная. Спасибо начальнику части за помощь нам. Сейчас мы едем в заповедник дальше. Да, своя атмосфера, очень необычная. Нравится мне, когда всегда на фоне сопки, города на сопках очень так, поселки красиво смотрятся. Плюс море. Мы сейчас приехали в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Усть-Ленский государственный природный заповедник. С экологами нам тоже нужно согласовать свое присутствие в заповедных территориях. 35 лет заповедника, получается. Будет, да, в декабре месяце. В декабре. Это в честь 35-летия собрали, да, галерею? Да, пока вот такая фотография. А это работники, да, все люди, кто причастны? Да, бывшие и настоящие. Все люди, которые внесли свой вклад Да, да. в дело работы заповедника. Здесь у нас уже вот флора, фауна. Надеемся, такого тоже много увидеть. Пособирать в научных целях лошадь Черского. Овцы-бык, челюсть мамонта. Она заявление отправил. Ручка-то Иванович. Согласно этого. Вот перед нами детский сад. Здесь один детский сад и 3 школы. Территория детского сада. Шерикбек у нас из Киргизии. Здесь уже живет 10 лет. Жена, 2 детей. Да, проходи. Вот у него свой магазин, кафе. Кафе ассорти. Хочет нас угостить чем-нибудь вкусным. Потом 10 лет назад переехал, сам пошел в армию. А показывает. Игорь, пройдем. А, это магазин же у вас еще, да? Здравствуйте. Вот, пойти снять. О, кстати, надо посмотреть, что мне. Мне же тоже что-то нужно по хозяйственной деятельности. Что-то, что мы забыли. Нет, пока не надо. Шерикбек нас гостеприимно встречает. Накрыл нам стол. Тикси все встречали гостеприимно. Да, это здорово. Где еще можно в Тикси поесть суши, да? На севере. Я так-то не ем. Запрещенные. Квадроцикл тут очень удобное средство передвижения, я смотрю. Здесь интересно получается, что вот это вот у нас районная администрация, здание. Сейчас мы там все дела решаем. А рядом вот это именно поселковое. И вот поспрашивал, конечно, чем кормится поселок. И основное это бюджетные работники. Как, ну, практически 90% это бюджет. То есть все, что вот обеспечит поселок, администрация, военные части, там пожарная, там больница, образовательные учреждения. Все, вот, и, ну и процентов 10 людей, которые занимаются какой-то коммерческой деятельностью. Причем в основном это совмещают это тоже с бюджетной работой. И также промысел, рыба, охота, наверное, тоже так вот это все дополнительный источник заработка. Есть какой-то налаженный промысловый поток, где везут там в Якутск, например, либо вот ну, рыбаки просто тут по поселку продают. Шерикбек, вот, например, у него же ресторан, кухня, и вот он там у кого-то покупает, сам ловит. То есть тут кормится кто чем может. Это школа-гимназия. Муниципально-бюджетное общеобразовательное учреждение «Арктическая гимназия». Детки развлекаются. Вот пожарная часть. Дальше наши дела привели нас в морской порт. А это перед вами центральная площадь Тикси. И на ней же находится школа, я так понял, что художественная. Местная церквушка. Здесь вокруг красивый вид открывается.
Сопки с одной стороны, с другой. Проезжаем старую пилораму. Хотим забраться вот на эту сопку. Снимать город оттуда. Поселок же Тикси, да, называется? Не город. Городского типа. Поселок городского типа, да. Ну смотрите, какая красота. Красота, да. Сейчас немножко о погоде пообщались. Фурга здесь, конечно, зимой часто. Ветра дуют со стороны моря. А летом вот сколько время вот такое вот, ну, солнце, Солнечные зелень? дни или зелень? Ну вот зелень, солнце. Два месяца. 2 месяца. Вот, хороший. Июль-август получается. Июнь, наверное, еще холодновато. Такой, да, начало. И вот Тикси перед нами как на ладони. Мы приехали с той стороны сюда. И вот сейчас мы на сопке. Смотрите, как красиво вокруг. Территория в сопках. Мне такая местность очень нравится. Деревьев немножко не хватает, конечно. Ну, как бы, да. Но это тундра. Тундра. Что вы хотите? Север. Крайний север. Первый раз пробую снимать в основном на вот эту камеру, которую мне вручили на экспедицию. Надеюсь, там со стабилизацией все в порядке. Привык с GoPro бегать. В общем, красота, конечно, красота. А зимой тут, конечно, все очень по-другому. Ой, прям белоснежно везде. Все белоснежное, да. Пурга часто метет. Сейчас переедем на ту сторону. Посмотрим именно ту часть природы вокруг Тикси. Дальше ничего нет, кроме тундры, речки. Все, вот пошла тундра, да, Там прямо? дикая тундра, красота. Выезжаешь туда уже, ну, километров 30, там красота. Ну, как бы здесь тоже красиво. Там еще лучше. Более все такое, да, дикое, девственное. Да, время забываешь, все, уже ты свободный человек. Да, это я сейчас понимаю. Вот я начал это здесь, в Якутии, понимать, вот то, что ты говоришь сейчас. Шурикбек рассказывает про, что приезжали поляки сюда, на байдарке сплавлялись, и они вот, ребята, отвезли их на рыбалку, и там встретили километрах в 300 отсюда, или 500, да, примерно, Да, стадо диких оленей, около 1000 особей, да, получается? около, ну они не пересчитали, но они Ну, обычно 1002. Пятно такое какое-то. И они пересекали реку. Вот были ребята в восторге, говорят, зрелище просто неописуемое. Я надеюсь, я тоже когда-нибудь такое увижу. Это вот смотри, это бухта, вон там к краю, видишь, к краю земля. Ага. Вот дальше уже море начинается. А, грибы, вот Раз, мне говорили, да. Два, вон там 3, 4, дальше Ну-ка. вот УАЗик, возле УАЗика 5, 6, 7, 8. Надо тоже пособирать. Грибы можно есть любые, которые найдем, потому что здесь поганок нету. Все, что найдем, все жарим. О, 4 поймал в объектив. Это вот метеостанция впереди. А рыбалка больше морская? Да, тут все морские, тут речный рыб. Ну, есть там маленькие харусы вот на речках водится, а так все морские. Надо тоже грибов попробовать пособирать. Ну давай спустимся, может, туда, либо тут, ну, может, Вези. поехать. Шеребек работает в пожарной части. Он пожарный, и вот сейчас вот попросили его помочь нам поездить. Так что вот он может нам выделить время до вечера, да? Чтобы так по возможности, по максимуму все показать хотя бы. Рассказать, может быть, я не так расскажу, как мог бы рассказать человек, который здесь живет и хорошо все знает, ну, многие моменты. Но, по крайней мере, покажем. Да, конечно, тут надо вот просто остановиться, сесть и вот сидеть просто вот Смотреть, наблюдать. смотреть, да. Я такое люблю.
Такое уникальное место, оно должно быть развито. Да. Даже туризм здесь можно развить. Конечно. На самом деле это Самое будет... такое место для туризма. Ну, Многие, наверное, мечтают сюда ехать. я мечтал. Я тоже когда-то И вот я мечтал. здесь, да? Жил мы сколько лет. А ты знал про Тикси? У тебя сестры жили же, да? Ты Да. говорил. И ты тоже мечтал. Ну вот мечта сбылась, да? Да. Переехал. Теперь я как бы никуда не могу отсюда уехать. Теперь Особенно летний период. Сейчас мы можем здесь остановиться, может грибы есть. Давай посмотрим. Так, это что? Тот тебе грибы первый. Находка в течение полусекунды. Это такие же, да, что-то? И тут на жареху, да, их такие? вот еще. Вот это другое, смотри. Другой. Что-то они выглядят, как будто бы поганки. Нет, я же тебе сказал. Да? Нет такой поганый. Это шампиньон, как будто бы. Как шампиньон. видишь? Да. Странные, необычные очень грибы. Я бы реально... Их как бы очень много, скажи сейчас, да? О, вот они. Раз. 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 Уже собрал. Целая семейка. Все, уже вырос. Пора кушать. Не, грибы, правда, такие необычные. Я вот реально бы, найди такие в Питере, я бы вообще не решился бы их брать. Ой, как красиво, хорошо. Еще в такую погоду. Да. Я нашел дерево. Это же можно назвать деревом, правильно? Смотри, куст. Вот такие вот тут низкорослые деревья. Причем я больше таких не вижу вокруг. Вот оно одно тут растет. Такие деньги не часто, как сегодня. Нам очень повезло. Эта земля нам рада, получается. Встречает гостей хорошо. Люди встречают гостей хорошо, так что это все хорошие знаки. Очень, конечно, неожиданно. То, что вот я говорю, что насколько жизнь может преподносить сюрпризы, то, что еще месяц назад я даже вообще и близко подумать не мог, что я вот в ближайшее время окажусь в Тикси и пойду еще дальше. Вот это что такое? Это шампиньон? Да, нормально. Это можно, да? А если он темный будет, нельзя, не надо брать. А, темный, А. светлый, он такой не переспелый. Это нормально. Их не знаем даже, они все хорошие. Тут знать не надо, собираешь и кушаешь, да? Представляешь, все вкусные. Ну это хорошо, что вот не надо задумываться, как у нас там, где поганку бы не взять лишнюю. Все собрал, в кучу пожарить их лучше, да? Помойте, пожарьте. И все, да? Недолго, 15-10 минут. Быстро жарится и Быстрее, готово, да? ну, все, Мгм. ничего такого. Здорово. Спасибо Теперь большое. Спасибо большое. До До свидания. Подберезовиков нету, она сказала. Тут есть подберезовики. Вот это шампиньон, как я предполагал. Ага. Его как раз... Вот это не знаю что. Но главное, что вот это очень удивительная вещь. Для меня, как я привык в Питере, допустим, если собираешь грибы. Ну и здесь, наверное, вот в Якутске, ну, я до этого не дошел как бы нормально до грибов. Но вот там все равно вот выбираешь, потому что много таких вот, особенно ты когда смотришь, они как-то выглядят странно. А тут вот бери все, что хочешь. Все, что нашел, все собирай. И все в кучу в одной пожарил быстренько. Подберезовики, вот они сказали, что похожи на листья березы. Примерно как-то так. Ну, здесь она у меня не увидела. Завтра вы просто будете погоду ждать. Если хорошая погода, вы же уплывете уже, да? Ну, послезавтра мы... Возвращаемся обратно в бухту Елова. И решили заехать еще вот в Тикси-3. Это уже городок военных. Гостиница Арктика. Здесь вот тоже своя церковь. Открываются просторы морские. Ну все, возвращаемся на катамаран. Аэропорт Тикси. Только что прилетел
Самолет с Якутска. Полярных авиалиний. Сейчас будет серьезная работа по затаскиванию всего материала обратно. Трубы еще все укрепили, чтобы не зависеть только от металлических вот стяжек креплений. Еще вот так вот через одну. Ну круто. Сегодня неплохо поработали. Погрузили. Ну еще вещи, вот мы их в палатку убрали, там же и заночуем. Вот такая вот ночь полярная. Не представляю, что тут творится. Как и обещали, сегодня шторм. Время 7:30. Я дежурю, надо завтрак приготовить. Просили пораньше. Началась веселуха морская. Да, вот там прям аж облака низко-низко стелятся прям над землей. Основной момент это, чтобы нас катамаран не подвел. Все, в принципе, остальное нам все. Ну, всем, в принципе, по боку. Остальные моменты не насти погодные, все это ерунда. Главное доплыть. Погодка шепчет. Речку туда переместить, она типа размывает здесь. Вот так вот и меняется русло рек. Оказывается. Оп, и все. Речка уже в другом месте. Посуду мыть удобнее здесь, конечно же. Приходится бегать. Узнали прогноз погоды в Лорпе. Судя по прогнозу, штормить будет дня 3. Похоже, мы тут пока конкретно застряли. Это плохо с точки зрения того, что у нас дни утекают. И мы уже думаем, что нам хотя бы до острова, до Бенета хотя бы добраться. А обратно уже там на... Блин, палатку затекать. Все. Пошла вода. Ё-моё, ё-моё, надо... Вода пошла к нам сюда. Пора палатку перемещать. Ну а бока у нас готовка. Отдыхаем. Вот такие вот у нас бывают ранние подъемы, утренняя зарядка. Похлеще любой физкультуры. Пока у нас все не очень оптимистично. 2 дня уже у нас просто мы сидим, не можем дождаться погоду. Погода такая, прям сильно испортилась. Дождь постоянно льет. Сейчас покажу. Ветер. И вот мы вчера просто целый день вот просидели. То есть нам не дают возможности выйти. То есть мы ждем отмашку от Лорпа, что там, ну, там стоит даже нефть, танкеры, там, ну, большие корабли стоят и тоже ждут погоды. То есть здесь-то мы еще в заливе находимся. А там уже, через Быков мыс выйти, там уже открытое море. И вот там, ну, не очень весело там получается, и нам, соответственно, не выйти.
И уже такая тревога, на самом деле, у всей команды, потому что, ну, нам идти надо, а чем дальше мы тянем, тем хуже погода. Мы же смотрим прогноз на неделю, и она только ухудшается. Там снег, ветра сильнее, шторма выходные. Вот сейчас у нас что, воскресенье сегодня, да, получается, 9 августа. И что-то, ну, вот погода все хуже и хуже. И мы сидим, как бы вся команда готова идти. Мы реально все настроены, все понимаем, с какими трудностями нам придется столкнуться. Все это анализируем, но просто нас не упускает погода, нас не упускает ветер. Это, конечно, печально. Вон что там происходит. А так, пасмурно, дождь льет весь день, целыми днями. Но периодически перестает и опять начинает. И вот волны, волны. Так вот неожиданно накрывает. Сейчас готовим катамаран к отплытию. Все оптимизируем, улучшаем. По идее выходим завтра. Вот сделали сегодня вот обтекаемость такую передали. Надеемся, поможет. Ну, крепим, укрепляем все. Бочки. Там связываем, привязываем. В общем, минимизируем риски различного характера. Если все хорошо, идем завтра. Сегодня пока еще здесь. Так, вечер у нас распогодилось. В этот момент нам приехали, рассказали, что нам получено добро полностью. Там было куча нюансов. В общем, эти нюансы все... Спасибо всем, кто помог нам в этом нелегком деле. В общем, эти нюансы решили. По идее, завтра мы купим бензина, упакуемся, прибяжемся и отплываем. Ну, смотря, опять же, как по погоде. И вот сегодня надо нам бы помыться. Я вот занимаюсь своим любимым делом. Делаю баню. Первый раз я буду делать ее из печки. Обычно я просто собираю камни, из них печь. Но так как у нас печь уже есть, сейчас мы вот, я сюда вот ее обложу, прям вот каменку сделаю вокруг камнями. Потоплю часа 4. И вечером мы бы хорошенько помылись. Сегодня какое число? 7 августа? 7 августа, да. Вышли мы 29 июля. Сейчас что-нибудь соберу. По краям, думаю, тоже надо обложить. И вот возникла такая идея сейчас так вот опору сделать из этих бревен. Дров тут хватает, вдоволь. Единственное, что вот эта тема не очень хорошо горит. Как мне сказали, то есть она, ну, сгорает быстро и жара особо не дает. Но буду постоянно кормить. Ну вот что-то уже вырисовывается. Сейчас так по кругу обложу и нормально, я думаю. Сегодня будет отличный вечер у нас, похоже. Прям предчувствую. Крайний вечерок в Тикси, и завтра идем на веселе. Бодрые, веселые, чистые. Дрова плохо горят, конечно. И вот, наконец-то, готовим на открытом огне. Все, у нас не было возможности. Шли постоянно. Сейчас вот экономим газ. О! Ну да, на пару раз, наверное. Ух ты, а? Мощно, а? Ну, хорошо. Наконец-то, да? Не хватало нам баньки. Меня подождите. Что еще для счастья надо, да? Напоследок устроили хамам. Вообще нормально тут. О, Нургун, спасибо, чаек принес. Это вообще в тему. Помыться горячей водой дорогого стоит в походных условиях. Тут на лето, на самом деле, в домах, я так понял, что тоже отключают горячую воду. И она, ну, ее ни у кого нету сейчас. А у нас есть.
Не люблю, когда мне усы отрастают. Борода пускай. Кстати, Юрий, спасибо тебе за походный набор для бритья. Брат подарил мне его где-то года 3, наверное, назад. Такие маленькие пенки для бритья, там гель для душа, шампунь. Я вот реально берегу, уже несколько походов со мной прошло. Но я в походе 1-2 раза бреюсь. Вот по чуть-чуть. Вообще очень удобно. Такая маленькая, компактная. В сумочке моей. Мыльно-рыльный. Опять пошел дождь. Но очень красиво. Посмотрите. Какое солнце. И самое, что прикольное. Опа! Вот так вот. Такая красота. Очередной хороший знак. Шестой день решили не ждать уже. Хотя погода еще так себе. Хотим переместиться на Быков мыс. Он вот так вот туда вот. Ну и там далеко. Километров 35 отсюда. Быков мыс. Потому что там стоит караван кораблей. И вот туда перейдем. Там будем пережидать. По обстановке здесь уже просто надоело нам тут тусоваться. Если честно. С утра 8:30 резко подъем, все, давай собираемся. Пошла движуха. Сейчас все, собираем вещички. А это мы до сих пор едим омуля соленого. Очень много получилось. Наконец-то вышли. Ну пошли пока на Быков мыс. Шторма все равно идут, но лучше двигаться, чем стоять. Уже 6-й день, тоскливо. Перейдем, сейчас там посмотрим. Идти часа 3-4, 35 километров. Парни довольны, что наконец-то идем, да? Довольны? Довольны же? Довольны. Вот идем, получается, на Быков мыс. Вот он здесь. Соответственно, вот. А тут мы стояли. Будем дальше ждать погоду. Потому что идти потом вот сюда. Тихонько идем, моросит мелкий дождик. Но это всяко лучше, чем последние 2 дня. Погода будет, солнце вышло. И вот все-таки мне нравится радуга, которая нас сопровождает. Озаряет нам путь, можно сказать так. Туман. Вышел, берег уже плохо видно. Но мы стараемся далеко от него не отходить. Так, на всякий случай.